В эфире Якутия-24 актуальное интервью. Весенний паводок на реках республики нанес ущерб не только жилым домам, дорогам и объектам жизнеобеспечения, но и хозяйствам. Люди потеряли скот и лошадей. Какова сейчас ситуация и как будут восполняться эти потери, мы сегодня узнаем у руководителя Департамента ветеринарии республики Ларисы Макаровой. Лариса Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам в студию. Каковы сейчас потери скота и лошадей числятся на данный момент и в каких районах? Департамент ветеринарии в день оперативно 4 раза дня принимает данные с управления ветеринарии Сулусов. На данный момент у нас потери по крупному рогатому скоту составляет 18 голов. Это 12 голов в Амгинском улусе, 6 голов крупного рогатого скота в Усьмайском районе. Также 26 голов лошадей. Это 12 голов в Амгинском улусе, это 12 голов в Усьмайском районе и 2 головы в Чурапчинском улусе. Также потери составляют среди птиц. Это 44 головы птицы, это в Амгинском улусе, 42 головы птицы в Усьмайском улусе и также 2 кролика. Но я хочу сказать о том, что это не окончательные данные. Сейчас еще в течение месяца, даже может быть больше, будет проходить уточнение, потому что некоторых смыло, вода еще не спала, но пока вот такие предварительные данные. Сколько поголовья числится в районах вообще, подпавших под весеннее наводнение, и сколько из них успели отогнать до наступления паводка? Под весеннее половодье, вот в тех населенных пунктах, которые у нас стали угрожаемыми зонами, всего числится 13 800 голов лошадей и где-то около 14 голов крупного рогатого скота. Отогнали, вот во всех населенных пунктах были преждевременно предусмотрены места для отгона животных, это эвакуационные пункты для животных. Отогнано где-то около 4000 голов крупного рогатого скота и 4000 лошадей. Необходимо сказать о том, что вот если сравнить паводок 2010 года, где пало очень большое количество от утонувших, по причине утонуло где-то 4000 лошадей и 3000 крупного рогатого скота, то в этом году гораздо минимизированные ущербы. Это благодаря тому, что заранее были подготовлены и проведены организационные мероприятия. Также заранее был отгон животных, вот что и способствовало пока минимизации ущерба. А какие именно профилактические мероприятия проводились? Это информирование или, может, еще какие-нибудь? Естественно, это имеется и постановление правительства, и принят план в целом по республике. Это и работа муниципальных образований, это, значит, информирование населения даже до паводка. Были, соответственно, указаны те места, куда необходимо гнать скот. Это все привело, на самом деле, более минимальным ущербом. Сход реки в северных улусах также возможен с опасными последствиями. И какие меры принимаются там сегодня? Меры такие же, как и во всех улусах, принимаются. Но если сказать только по ветеринарной службе, также там проводятся и все профилактические мероприятия, то есть проводится вакцинация животных. Непосредственно туда будут выезжать специалисты Департамента ветеринарии по методической и практической помощи. Как, по вашему мнению, ветеринарная служба, с вашей точки зрения, республики отработала в этот ответственный момент? Ежегодно мы до 1 мая проводим все профилактические мероприятия. Но основной задачей ветеринарной службы, ветеринарных специалистов во время паводка – это сохранение эпизоотического благополучия. То есть недопущение вспышек инфекционных заболеваний как среди животных, так и болезней общих для человека и животных. Поэтому ежегодно, несмотря паводок или не паводок, потому что он непредсказуемый, мы до 1 мая в тех угрожаемых населенных пунктах обязательно проводим вакцинацию против сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, проводим диагностические исследования на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, паратуберкулез, лептоспироз, чтобы, в принципе, организм у животных уже имел иммунитет. Также у нас, выезжали на помощь в Амгинский улус наши специалисты. Сейчас находятся в
Майском улусе 4 специалиста. Также в составе оперативной группы правительственной комиссии у нас также специалист противоэпизотического отряда проработал на Алдане, в Тампонском улусе, Усть-Алданском улусе. Самая сейчас вот основная задача – это, конечно, сбор и утилизация трупов животных. Это на самом деле делается, естественно, для того, чтобы не было вспышек инфекционных заболеваний. Это с экологической точки зрения. Естественно, очень тяжело. Вот сейчас, когда вода спала, животные обычно где? В грязи, да? Их надо достать. Они все мокрые, они все грязные. Вы все знаете, что трупы очень тяжело сжигать. У нас в населенных пунктах нету крематоров специальных, но хоть хорошо, что есть места для сжигания биологических отходов. И там работа у нас сейчас идет постоянно, днем и ночью, потому что обычно ГСМ, он даже не помогает. Собираем все вот эти колеса старые, чтобы вот быстрее сжигание происходило. Хочу сказать о том, что вот до паводка мы рекомендовали муниципальным органам распоряжением главы создать мобильные бригады для сбора и утилизации биологических отходов. Потому что действительно это тяжелая работа, там необходима техника. И в 69 населенных пунктах такие распоряжения вышли. Создано 64 мобильных бригады, и где задействовано 400 человек и прикреплена техника. Также хочу сказать, что основной еще задачей сейчас является контроль за сибирьязвенными захоронениями и местами для сжигания биологических отходов. Ну, сейчас по информации пока не зарегистрировано, чтобы какое-либо сибирьязвенное захоронение было подтоплено. Ну, в старину все-таки мудрые люди были, они хоронили на возвышенных участках. Но и по правилам соответствующим, также вот эти объект для сжигания биологических отходов, он тоже должен быть на возвышенных местах. В этом отношении сейчас на контроле. А мобильные бригады, которые создаются при муниципалитетах, финансирование их осуществляется муниципальными органами или выделяется какая-либо субсидия на их финансирование? Нет, это муниципальными органами, потому что сейчас у нас такая работа не во всех же 64 населенных пунктах. Сейчас такая работа идет в Амгинском улусе, в Усть-Майском улусе. На сегодняшний день, на сегодняшнее утро осталось утилизировать вот из тех, кого я сказала, падежа, 6 голов в Амгинском улусе и 2 головы в Усть-Майском. Это вот была непогода, шел дождь. Но еще раз хочу сказать, что это не окончательно, вот эти все результаты. По мере спада воды сейчас будут где-то, наверное, скорее всего, трупы выявляться. А возможно ли после паводка идентифицировать животных? То есть эти же животные принадлежат определенным хозяевам? Обязательно. Прежде чем утилизировать, вот сейчас в тех населенных пунктах, где спала вода, ветеринарные специалисты делают подворный обход, выявляя причины потери, актируя. Также обязательно идет опознание трупов животных для того, чтобы, для составления акта падежа, вследствие которого будет выплачиваться и компенсации. Мы сейчас обсудили тему по утилизации и идентификации животных. А как вопрос обстоит в их лечении и какой запас лекарств и препаратов сделан в центральных и северных районах? Конечно, все-таки животные тоже не очень организованные, да, существа. Поэтому, естественно, при паводке были такие ситуации, когда люди спасали их, в общем, вытаскивали из воды. Вот сегодняшнее утро 98 голов сейчас стоят на лечении от переохлаждения организма. Это в Амгинском улусе 57 голов, 26 крупного рогатого скота, 29 лошадей лечат сейчас. Также в Мегино-Кангаласском улусе 5 голов крупного рогатого скота на лечении находятся. В Хангаласском улусе 30 голов крупного рогатого скота, 5 лошадей. На основании приказа департамента ветеринарии ветеринарная помощь, она оказывается безвозмездно для тех животных, которые попали под наводнение. Также хочу сказать, что медикаментами все населенные пункты обеспечены, еще были до паводка, но дополнительно мы направили медикаменты в Амгинский улус на сумму 348 тысяч и в Усть-Майский улус на сумму 48 тысяч.
еще оказывается помощь. Также хочу сказать о том, что ветеринарная служба, департамент ветеринарии выделяет однодневную заработную плату для фонда помощь, которые пострадали от наводнения. На сегодняшний день перечислено пока 500 тысяч рублей в этот фонд. Вы вот сейчас вот перечислили количество животных, которые в том или ином населенном пункте находятся, и сказали, что осуществляется бесплатное лечение. Бесплатное лечение, да, безвозмездное. На каждое животное должна быть документация, утверждающие документы, и есть ли прецеденты того, что они отсутствуют, и как в таком случае быть? Ну, понятно, что диагноз ставится по тем случаям переохлаждения, да, естественно, но видно, что животное было в воде. Да, ну, диагноз уже точно устанавливается, что это переохлаждение, поэтому безвозмездное лечение. Но по другим случаям, значит, обязательно имеется паспорт у животного. Это находится в ветеринарных участках, есть учет животного, поэтому те ветеринарные специалисты, которые работают в данных населенных пунктах, они фактически знают, чья это корова, кому она принадлежит и какого она цвета. То есть с населением работают плотно? Обязательно, да, работают. И последний вопрос. Как будет производиться компенсация за погибших животных? Недавно прошла информация, что руководство республики увеличило фонд по устранению и ликвидации паводка до 300 миллионов. И тогда вопрос, каким образом будет происходить? Компенсация ущерба, она будет производиться по порядку оценки ущерба от последствий паводка. При Министерстве сельского хозяйства республики создана комиссия. Туда входят и представители департамента ветеринарии. Комиссионно составляются акты в населенных пунктах, и будут выплачиваться компенсации только по тем животным, которые имеют акты падежа. То есть актированные, зафиксированные государственной ветеринарной службой. Вот поэтому еще раз говорю, что в данное время идет работа по идентификации животных, по подвору, по подворному обходу. И нужно выяснять конкретно причины. Это утонуло, ушло, свидетели, выявленные какие животные, узнать их хозяев. Это, естественно, это требует организационных моментов. Лариса Ивановна, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, что поговорили с нами на эту тему. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была Лариса Ивановна Макарова, руководитель Департамента ветеринарии республики. Мы обсудили тему по устранению последствий паводка. В студии работал Василий Раченко. Оставайтесь на Якутия-24.